Торжественное заседание, посвященное 80-летию со дня рождения первого президента Владислава Ардзинба, открыл президент Бадра Гунба. Глава государства подчеркнул исключительные заслуги Ардзинба в создании современного абхазского государства, особенно в период Отечественной войны. Владислав Юрьевич Ардзинба возглавлял Абхазию с 1990 по 2005 год. Это время, когда Абхазия боролась и отстаивала свое достойное существование. И все наши завоевания, в том числе и будущие, связаны с его именем. Ибо наши победы недавнего прошлого и настоящие были достигнуты либо непосредственно под его руководством, либо стали результатами его стратегической деятельности. Владислав Ардзинба сформулировал и озвучил и воплотил в жизнь мечту своего народа и поднял на доселе невидимую высоту чести и достоинства народа Абхазии. Надо было обладать глобальным мышлением, чтобы суметь сохранить маленькую Абхазию в большой неравнодушной среде. Имя Владислава Ардзинба останется ориентиром и путеводной звездой, пока будет существовать абхазский народ, свободе и независимости которого он посвятил свои знания и жизнь. Появление Владислава Ардзинба в жизни всего абхазского народа стало отправной точкой новейшей истории Абхазии. Ему удалось совершить то, что было не под силу многим другим политикам. В самый ответственный и тяжелый период для народа Абхазии он неожиданно появляется на политической арене, чтобы отдать свои силы и знания в борьбе за свободу и независимость Абхазии. Я тогда сказал Владиславу, я говорю, ну вот народ потребует, и ты пойдешь, оставишь науку. Он мне сказал, что? Чтобы я когда-то оставил науку ради политики, никогда этого не будет. А так ведь получилось, мы вспоминали потом часто, что ему пришлось. И когда он, а в то время ведь весь Советский Союз бросали люди работу и смотрели по телевидению вот эти сессии съезда народных депутатов. Впервые звучали вещи, которые раньше никогда невозможно было услышать открыто. И тут Владислав изложил всю вот эту нашу накипевшую боль и стал в момент лидером. Тогда уже он стал звездой абхазской политической. И уже другого пути, как окунуться полностью и отдаться политике, у него, конечно, не было. Владислав Ардзинба действовал самоотреченно, отдавался своему делу и работе полностью. Он обладал сильным характером, острым темпераментом и неизменной требовательностью. При всем при этом Ардзинба всегда был близок и доступен людям. Он был верен народу, и народ был верен ему, говорят те, кому посчастливилось с ним дружить и работать. Для него не существовало ничего, абсолютно, кроме той цели, к достижению которой он вел народ за собой. Это буквально было так. Конечно, поддержка людей, она вдохновляла его. Пережитое, оно, конечно, оставило следы. Мы все пытались помочь как-то, даже предлагали какие-то свои вещи и решение этих проблем. Со всеми вопросами шли все к нему. Но разница заключалась между нами и ими в том, что мы могли предложить, могли пожаловаться, могли сказать, но решать-то должен был он, и ответственность полностью лежала на нем. Никогда не было случая, что Владислав Григорьевич ушел от ответственности. Благодаря силе духа, твердой решимости и высокообразованности Владислав Ардзинба сумел выстоять против сильных мира сего и осуществить многовековую мечту абхазского народа о свободе и независимости. Он не позволял пренебрежительного отношения к себе никому. С ним считались все, и в том числе его враги. В моей памяти он остался прежде всего теми своими качествами, которые его характеризовали. А это ум, воля и достоинство. Достоинство Владислава Ардзинба не позволило бы никому из его врагов его оскорбить. Даже если бы в ходе войны сложилось так, что он был бы захвачен, и, конечно, враги бы его убили. Тут нет никаких сомнений, он бы погиб. Но он бы погиб смело, смотря в глаза тем людям, которые собираются его убить, и они не посмели бы поднять на него руку. Есть такая французская поговорка: нельзя прикасаться к голове принцев. Это значит, что особу
королевской крови можно казнить, как казнили Карла Стюарта во время английской революции или Людовика XVI в годы якобинской диктатуры, но ударить по лицу его нельзя, потому что рука не поднимется. Вот таким был Владислав Арзенбах в моей памяти. В сердцах каждого представителя абхазского народа Владислав Арзенбах навеки остался примером настоящего патриотизма и мужества, лидером, сумевшим спасти нацию от истребления. В фойе абхазского драмтеатра можно было увидеть фотографии, сделанные в разные периоды жизни Владислава Григорьевича. Снимки принадлежат Музею боевой славы имени Арзенбаха и Гудаутскому музею боевой славы имени Сергея Дбар. У нас есть вообще из архива семьи Владислава, есть основные периоды его деятельности, интересные встречи с ветеранами, с представителями других стран, естественно, с представителями ООН, с детьми. Все этапы деятельности Владислава мы по такому принципу подходили к отбору этих фотографий. Фотографии, передающие целую эпоху и живые воспоминания. Здесь были представлены и судьбоносные документы. Это великое наследие абхазского народа, полученное благодаря Владиславу Арзенбаху. Алика Трапш, Камила Джопуа, Минал Гвинджа, Абхазское телевидение.